Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной в этом же составе работает моя команда: Николай Слепцов, Айдын и Мария Сунхалырова. Мы транслируемся в прямом эфире и ждем ваши вопросы и на якутском, и на русском языках. По номерам 320066 и 321166. Завтра, в день рождения основоположника якутской письменной литературы Алексея Елисеевича Кулаковского, Аксекулях Алексей, с 2 часов дня в историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия состоится презентация книги «Алексей Елисеевич Кулаковский. Аксекулях Алексей». Издание является 4-й книгой из серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии». Автор и руководитель проекта, первый заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Александр Жирков. Кроме того, завтра на родине великого якутского сына народа Саха зажгется первая свеча, которая даст старт практически всей республике в рамках народной акции «Свет Кулаковского». Аксекулях Сардангата Сахалыта. И сегодня у нас в гостях, разрешите представить, Прасковья Васильевна Сивцева-Максимова, главный научный сотрудник исследовательского института имени Кулаковского СВФУ, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Юрий Иванович Семенов. Здравствуйте. Приветствую вас. Руководитель Николаев-центра библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Да, вот вы очень хорошо сказали насчет того, что завтра для нашего народа очень большой знаменательный день. Мы будем отмечать День Кулаковского, в рамках которого мы вот уже несколько лет по инициативе первого президента, сети школ первого президента, проводится народная акция «Свет Кулаковского», Аксекулях Сардангата. И завтра также в прямом эфире каждый житель нашей громадной, необъятной республики может увидеть, как берут с камелька, с родины, с Татты. Да, вот первый огонь и зажжется первая свеча. Это будет в 11 часов на сайте Николаев-центра. Ссылка существует. Пожалуйста, заходите, смотрите. И пусть завтра в сердцах каждого жителя нашей республики вновь зажжется свеч, тот маленький, яркий и добрый луч Алексея Елисеевича Кулаковского, его выдающихся идей народосбережения, единства народов, развития родной республики, родного народа. Эта акция началась несколько лет назад благодаря инициативе первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который всегда говорил, что Алексей Елисеевич является его духовным отцом, и именно в его государственной, политической деятельности легли труды Алексея Елисеевича, народосбережения прежде всего, и именно любить, верить в свой родной народ, в его ум и талант. Это вот все то духовное наследство, которое оставил Алексей Елисеевич и воплотил в жизнь Михаил Ефимович Николаев во всей своей деятельности, открывая новые школы, 15 высших учебных заведений, построив 10 корпусов нашего Якутского госуниверситета, 2 филиала в Мирном, Нерюнгри, медицинский центр самый современный и так далее, так далее. Это воплощение идей, в том числе Алексея Елисеевича Кулаковского. И я надеюсь, сегодня мы об этом чуть более подробно скажем. Поэтому, чтобы каждый житель нашей республики, особенно подрастающий, знал, знакомился с трудами Алексея Елисеевича, мы специально призываем, чтобы каждому, кому не безразлична судьба своего народа, своей республики, принял участие в этой акции и хоть как маломальски прочитал об Алексее Елисеевиче, его трудах, рассказал своим детям, внукам, какая огромная глыба, какой яркий луч солнца жил в начале 20 века и стал духовным лидером нашей Якутии. Аксекулях Сардангата, да, это вот эти лучи великого человека, которые светят нам и будут светить еще долгие-долгие. Дай Бог. Даже не скажу годы, века. Это было бы
здорово, потому что именно когда у народа есть определенные личности, которые освещают путь своими добродетелями, этот народ имеет возможность жить. Посмотрите Китай, у них Конфуций, у казахов Абай, у французов тоже есть и так далее. И у нас Пушкин, да, у русского народа, Лев Николаевич Толстой, который много добродетелей дали. Ну, русский народ, конечно, он громаден, огромен, да, 80 с лишним миллионов, там несколько фамилий, безусловно, можно назвать. Но, как вы и отметили, завтра апогеем нашего дня станет презентация большого, научного, фундаментального, с одной стороны, с другой стороны, так хорошо написано, что она именно пошла в массы, стала популярной, да, поэтому научно-популярная книга, которая так и называется «Алексей Елисеевич Кулаковский. Экземпляр Алексей». Мы приглашаем вас, это будет 2 часа дня в столице нашей республики, в городе Якутске, в историческом зале Национальной библиотеки республики. Спасибо большое. И вот у меня вопрос к Прасковье Васильевне по поводу книги. Содержание. Что собрал вот этот вот прекрасный 4-й том? И что мы, может, еще узнаем что-то нового? Ну, книга Алексей Елисеевич Кулаковский «Экземпляр Алексей» составлена по ранее изданным, в основном, источникам, статьям, документам, архивным материалам. Это вот одна из особенностей идеи Александра Николаевича Жиркова издавать вот массово-политическое издание о истории якутского народа, начиная прямо с 17 века. Это 2-я книга была предтеча. 1-я книга посвящалась жизни и деятельности Василия Васильевича Никифорова Кюльмнюр. 3-я книга представляет историю работы 1-го съезда якутов в 12 году. Ну, на самом деле, Кулаковский 4-й книгой это очень так, ну, сильно и логично представлено. Над книгой работали ученые, краеведы республики, писатели, и в то же время писатели, известные писатели, поэты России и известные ученые России, например, с Института мировой литературы. Но и в этом плане я хочу кратко представить вот структуру. Состоит из нескольких частей, из них 4 части приложения и вступительная часть. В вступительной части представлены статьи или мысли глав нашей республики, начиная с первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И все это представляет актуальность вот этой темы, актуальность содержания деятельности и личного интеллектуального примера Алексея Елисеевича Кулаковского. Дальше идет описание, представление биографических сведений, и в этом плане представляется статья по научной биографии и по новым материалам о родословной Кулаковских. Дальше идет глава, который называется «Художественное наследие Кулаковского». Эта часть представляется несколькими авторами. Из них, вот, допустим, Анатолий Алексеевич Бурцев в статье представляет творчество Кулаковского в контексте мировой культуры и мировой литературы. Дальше идут работы якутских исследователей. Это Покатиловой Надежды Володаровны. Она представляет наследие Кулаковского в научном теоретическом плане как первое письменное, созданное одним автором серия или цикл уникальных художественных произведений.
Лидия Николаевна Романова представляет «Сеимчанский дневник» как источник, архивный источник, где отражается интеллектуальная биография Кулаковского в целом, можно сказать. Потому что как он писал, почему создавал этот дневник, о чем писал и как это интерпретируется дискурсивном, то есть в таком вот для восприятия, как воспринимается и как может оцениваться читателем и нашего поколения, и можно и даже следующих поколений. Хотя в этом плане он, значит, уникальность заключается в том, что Кулаковский каждый день очень просто, простыми словами писал, о чем он думал. Иногда только несколько строк, иногда чуть побольше. И все это анализируется, значит, в глубоком филологическом плане. Очень интересная статья представляется Евгенией Исаевной Михайловой. Она представляет именно вот политическое, гражданственное или гражданское значение личности выдающейся Кулаковского. И все это, конечно, она обосновывает очень интересными новыми примерами из художественного или научного наследия Алексея Елисеевича. Но самым интересным, одним из самых интересных представляются вот работы или представленные по идее, по убеждению всех авторов Александра Николаевича Жиркова. Это статьи и, значит, воспоминания о работе над переводами поэзии Кулаковского русских поэтов Солоухина Владимира Алексеевича и Кочеткова Виктора Ивановича. Как они осмысляли, как они встретили вот это уникальное наследие. И статьи Казбека Камиловича Султанова и Алексея Ивановича Чагина, они представляют поэзию, художественное наследие Кулаковского именно со стороны, с высоты анализа и широты диапазона сопоставлений известных российских ученых, профессоров, академиков. Все, наверное, пока. Потом продолжим. Хорошо. Это прекрасно. Проскою Васильевну, профессора, можно слушать бесконечно, потому что особенно, когда вот в эти попали труды не только наших региональных ученых, исследователей, немаловажный факт, еще подчеркнула Проскоя Васильевна, 4 президента написали статьи для этой книги. Это еще раз яркое свидетельство того, признание высшими руководителями республики Алексея Елисеевича, его духовного, так скажем, интеллекта, наследия, которым они, безусловно, все руководствовались и так или иначе приходили в своей государственной деятельности. Ибо вся жизнь Алексея Елисеевича была направлена на то, что как помочь и развить свой родной народ. Очень отрадно, что в последнее время мэр нашего города Евгений Николаевич Григорьев часто тоже обращается. Вот я слушаю его выступление, слышу, он особой гордостью говорит, что он потомок Алексея Елисеевича, что имя надо нести. Представляете, как тяжело это нести, с одной стороны. С другой стороны, он обращается к его трудам, цитатам. Это тоже немаловажно. И вот я бы хотел Проскою Васильевну, наверное, тоже попросить, что ли. Вот очень замечательная статья Султанова, Казбек Камилович, который говорит о том, что о Кулаковском не просто вот о мышлении одного народа, а о мировом мышлении Алексея Елисеевича. Это, вот представляете, человек, ни разу не выезжавший из республики, а в начале 20 века, вы можете представить, это совсем другое время, другие события, другие люди окружают его, и так глубоко, так широко мыслить и видеть во всем мировом пространстве роль своего народа, это глыба философской мысли,
вообще мысли и достойное восхищение. Поэтому мы должны гордиться, как народ Саха, что у нас есть Алексей Алексеевич Кулаковский, который очень достойно представляет нас во всей мировой литературе, философской мысли, абсолютно лишенный изоляционизма мысль. Это вот очень важно. И это один из догматов развития. Поэтому любой руководитель, который так или иначе хочет вести свое предприятие, свой родной улус, республику к развитию, то он должен знакомиться с трудами Алексея Алексеевича и находить в этом вдохновение, точку опоры. Как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я переверну этот земной шар. Ту точку опоры, с помощью которого выстроить свое мышление, думание, что не только о сиюминутном, каждодневном я должен думать, но должен думать о месте и роли себя, своего народа, своей республики. Это очень важный подход. И другие авторы тоже очень хорошо раскрывают в этой книге, что Алексей Алексеевич был тем человеком, который не просто любил и восхищался своим народом, а доказывал, убедительно доказывал, что наш народ способен к инновациям, к новым технологиям, которые очень сегодня хорошо раскрываются в новых индустриях, которые появляются, в том числе креативной индустрии, которая развивает Арсений Сергеевич как отдельную отрасль экономики в целом. И мне кажется, в следующей книге его труд тоже появится. Это, по крайней мере, наше пожелание. Ну вот у меня вопрос назревает, да? Такая большая работа проведена. Сколько, вот какой период вы шли к тому, чтобы вот завтра презентовать эту книгу? Ну, мы над этой книгой работали 2 года. На 2-й год рукопись была завершена, потом еще отредактирована, и Александр Николаевич сам очень внимательно следил, и все вот структуру, содержание отдельных работ, все это он очень интересно оценивал и представлял. Он непосредственно руководил над созданием этой книги. И в продолжение, в дополнение Юрия Ивановича я хочу сказать еще об одной статье азербайджанского профессора Кулиевой. Она тоже очень восхищается идеей якутской интеллигенции и особенно сравнение приводит с другими мыслителями Европы и России и пишет, что он предвидел намного больше, чем могли бы предсказывать даже отдельные известные исследователи, в том плане, что она пишет, как он интересно написал о Китае. Как будто это написал вот наш современник. Да. И, анализируя сегодняшнюю ситуацию. И вот его идеи о переселении связывала с проблемой глобализации. И на самом деле в этом плане она сильно восхищалась и удивлялась вот идеей, размахом мысли Алексея Кулаковского. И дальше я хочу сказать, следующая часть — научные труды. И научные труды Кулаковского не заканчиваются якутской интеллигенцией. Он очень много написал, цикл статей, 8 статей о якутском языке, собирал фольклорные материалы, пословицы, поговорки, исторические легенды и предания. Он даже составил словник под названием «Виды животного и растительного царств, известные якутам», которые, тоже, опять же, когда мы представили, удивили многих, биологов, зоологов, и они работают над комментариями этого исследования Кулаковского в данное время. И то есть Параскева Васильевна хотела дополнить ее, то есть убедительно в том числе доказывается, что вот первый последовательный исследователь Якутии – это Алексей Алексеевич Кулаковский. То есть в каждом произведении, не только в языкознании, в фольклоре, культуре, но и в том числе даже изучении
природы, экологии, растительного мира вот находят Алексея Алексеевича как вот того исследователя Якутии. Это очень важно, мне кажется, Такие люди знать и понимать. Такие люди приходят просто, наверное, раз, даже не в 100 лет, да. И вот сейчас мы буквально на несколько минут прервемся на рекламу и продолжим нашу беседу. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». И вот у меня вопрос сейчас к Прасковье Васильевне. Я у вас хотела узнать. Биографию Алексея Алексеевича Кулаковского мы знаем, читали, но есть еще что-нибудь, что не доисследовано, что мы можем еще что-то новое узнать? Людмила Рясовна написала научную биографию Кулаковского, и это ее исследование было защищено как кандидатская диссертация в 2002 году. И вот сначала я хочу именно на основе мнения Людмилы Рясовны ответить на этот вопрос. Людмила Рясовна тогда, работала над или нашла, систематизировала около 1000 источников архивных и документов, которые, в которых отражались отдельные моменты жизни и творчества Кулаковского. И она, например, в научной монографии пишет, что Алексей Кулаковский в 25 году с мая по декабрь опубликовал в якутской СМИ, в газете, несколько очень интересных статей. И в связи с этим она рассуждает, но до этого как будто бы он никогда не писал, никогда не публиковано было его, таких вот информативных сведений. И работая в архивах, она нашла работы, статьи, написанные на русском языке, о актуальных общественных вопросах, которые подписались тогда псевдонимом Кочевой. И она рассуждает, что по теме, по направлениям они действительно, мне кажется, близки к стилю Кулаковского, но я не нашла пока конкретного доказательства, что это именно его работы. И в этом плане она в этой книге рассказывает и об одной статье Кулаковского, которая была не опубликована и хранится у них в домашнем архиве. И эта статья очень интересная, и называется эта статья Кулаковского «На якутов не угодишь». А можно вот тут поподробнее? Тут, в этой статье говорится о том, что в 2005 году меценаты Хангаласского и Заречного улусов построили дом для учащихся из их улусов в Якутске, чтобы там жили и более эффективно учились, ответственно. И тогда их стали критиковать, почему только учащиеся из этих улусов, а почему не всех якутов. И в этом плане он отвечает, очень так мудро, спокойно: на якутов не угодишь. И дальше, во-вторых, тоже в работе Кулаковской представляется такая проблема. Он говорит о том, что у Кулаковского в каждом улусе были близкие друзья, знакомые или даже люди, которые прониклись к нему какой-то симпатией, преклонением и так далее. И в этом плане Людмила Рясовна писала, что самыми неисследованными направлениями в изучении научной биографии Кулаковского остается
остается направление, остаются вопросы о жизни и деятельности близких к нему людей. Кулаковский в своей жизни очень много ездил. Эти поездки нельзя называть путешествием. Он ездил прямо с определенными миссиями, с определенной целью и задачами. И в этом плане действительно его очень многие люди знали. И написав это, научной биографии Людмила Рясовна продолжает. Например, Кулаковский был очень близко знаком с Семеном Барашковым, Гаврилом Васильевичем Никифоровым Маннетахола, Дмитрием Яковлевичем Слепцовым из Мегинского улуса тоже. И мы очень мало знаем, в каком плане они общались, как они дружили и какие моменты действительно интересны для того, чтобы узнать нам, якутам, своих, может быть, предков, может быть, родственников, которые были действительно знакомы с Кулаковским. Вот в этом плане. Ну, кратко так. А потом можно, конечно, продолжать или поиски вести. Каждый может, потому что биография большой личности, она никогда не заканчивается. Даже по-разному интерпретируется другими поколениями и заново может начинаться. Да, это немаловажный факт. Гении не умирают, они уходят в вечность, направляя нас своими вот идеями. Очень интересный факт Прасковья Васильевна раскрыла. Почти 55 таких путешествий, да, в кавычках, были. И если это соизмерить в километрах, так скажем, почти 2,5-3 раза Алексей Алексеевич обогнул Землю в поисках вот той информации, знаний, которые были так необходимы. И еще очень немаловажный факт, вот обратите внимание, Прасковья Васильевна сказала, что очень так дружелюбно, очень так любя, мягко, дипломатично Алексей Алексеевич обращался вот, да, к людям вообще. Это его стиль, это его характер. Почему об этом мы тоже должны говорить? Да? Потому что именно в этом кроется вся суть и идея Алексея Алексеевича в народосбережении, в сбережении отношений друг друга. Вот даже, помните, первый якутский алфавит появился Новгородово, он был на латинице. Это был очень сложный алфавит. Когда мы изучали по кириллице русский язык, тут параллельно появляется якутский алфавит на кириллице, и Алексей Алексеевич опять-таки очень дипломатично пишет. Ты в самых лучших убеждениях создаешь вот такой по всем канонам орфографии, языкознания, вот алфавит, но будет очень тяжело учиться на двух, понимаешь? Очень так пишет. И вот тактично, очень дипломатично. И в этом весь Алексей Алексеевич Кулаковский. Это еще раз его большое достоинство, почему мы должны преклоняться к нему, к его образу. Таким образом мы бы нашли бы тот ключ взаимоотношений между собой у нас сегодня и всегда в особой черте якутского народа. Это могло бы стать, потому что других народов, японцев, это не в лицо никто плохой тебе не скажет. И здесь тоже так надо. Это тоже беречь друг друга, великая мудрость Алексея Алексеевича, которая скрывается во всем. Поэтому, читая его, можно найти вот те лучшие человеческие достоинства нашего народа. Не зря Михаил Ефимович говорил, лучше представляет наш народ Алексей Алексеевич перед всем мировым сообществом. Поэтому и эта книга удивительно раскрывает его благодаря тому, что там большое количество ученых, исследователей не из Якутии. Институт мировой литературы. Вот прийти в любой большой институт системы Российской академии, ну, сказать, вот у нас есть Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович, давайте мы про него книгу напишем. Так не бывает. Это большой анализ, большой труд, после которого, правда, возьмутся доктора наук, не возьмутся, а если возьмутся, то он достоин этого. И эта книга раскрывает вот все достоинство
литературы, все достоинство идеи, философии Алексея Алексеевича, которые замечательно раскрывают вот те личности в мировой и нашей отечественной литературы, в том числе я бы еще раз хотел обратить внимание на статью вот Султанова, который вот очень хорошо говорит, и азербайджанского ученого, который также, да, который вот очень хорошо анализирует статью, посвященную якутской интеллигенции. Я хотела бы уточнить еще, вот на какую целевую аудиторию нацелена книга? Ну, мне кажется, что это не имеет как таковых ограничений. Для любого думающего человека эта книга будет полезна. Еще одним немаловажным достоинством этой книги является очень часто все ищут цитаты. Да. Очень часто ищут идеи, вот такие короткие, сложные. Вот в приложении этой книги есть именно цитаты, которые очень хорошо, емко раскрывают те мировоззренческие идеи Алексея Алексеевича Кулаковского, которые можно использовать во время уроков для учителей, во время мероприятий, для сценариев, деятелей культуры, искусства, во всем. Это самое практическое, самое надежное, так скажем, достоверно научно доказанные цитаты, с помощью которых Алексей Алексеевич незримо будет направлять нас по правильному пути. Афоризмы. Да, максимы и афоризмы. На какой странице? В конце. Это прям в конце приложения. Потом еще одним достоинством является хронология. Хронология, которая с помощью большого анализа сделана в его деятельности, где, в какие годы был. И поэтому вот Прасковья Васильевна сказала, что Людмила Рясовна очень большую работу и акцент делала на то, чтобы изучать в том числе тех людей, с кем так или иначе сталкивался, соприкасался Алексей Алексеевич, потому что и он вдохновлял ведь очень большое количество людей на определенные процессы. И вот есть такой проект, есть такое даже движение, окружение Кулаковское, которое, если не ошибаюсь, сама Людмила Рясовна и начала, Прасковья Васильевна, да? Вот. Ага. Окружение Эксекулях Аргимтете. Да. В 2015 году Людмила Рясовна представила этот проект. С этим проектом она выступала, когда ездила по улусам со своей миссией тоже рассказами о Кулаковском. И вот это... Спасибо. Благодаря вот в том числе этому проекту вот родилась книга вот Мегина Кангаласка. Да. И эту книгу вот на русском языке окружение как-то не очень вот так некоторые коллеги сказали Людмиле Рясовне самой, она перевела «Эксекулях Аргимтете» окружение Кулаковского. Как будто Кулаковского кто-то окружил. И я была свидетелем этого диалога, поэтому вот на русский язык перевела вот название книги краеведов Мегина Кангаласского улуса «Современники Кулаковского». Так, мне кажется, лучше как-то и понятнее. И современники Кулаковского, наш прадед современник Кулаковского, это довольно-таки логично и современно звучит. Ну и научно, и грамотно, правильно звучит. Вот так вот. Поэтому достоинство этой книги прекрасны, мне кажется, и они были бы очень полезны. И самое, мы очень искренне благодарим нашу компанию «АЯР». Это феномен, на самом деле, тоже таланта нашей республики, нашего народа, который так прекрасно создает эти книги, с большим энтузиазмом. Ведь не всегда хватает денег, не всегда хватает ресурсов, и они находят всякую возможность, чтобы издать такие красивые. Я был в Москве 2 раза на больших книжных выставках, где в том числе был АЯР, и красивее наших книг нету. Это
безусловно, огромный труд. Я искренне их благодарю. Это они сделали красиво так эту книгу, художественно оформили, взялись. И вот буквально благодаря презентации, которая будет завтра, благодаря вот такому большому дару компании АЯР, эта книга станет доступна всем в электронном виде, в электронных ресурсах Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Поэтому, дорогие жители нашей родной, огромной, необъятной республики, заходите на сайт Национальной библиотеки, ищите книгу. И название очень хорошее, без каких-то лишних слов. Там вот, так и называется. Алексей Елисеевич Кулаковский, Ксекуляр Алексей. И сразу раскрывается, да? У нас буквально остается совсем небольшое количество времени. Проскоя Васильевна, вот что еще мы упустили, может быть, рассказать? Вот я сейчас, смотрю. Смотрите, и можете сами... Да, конечно. Разрешите мне зачитать? Я же как в первый раз это видела. Пожалуйста. Прям перевод Салаухина, Хомус. «Племя добрых богов сотворило в подарок нам голосистый, милую сердцу Хомус». Значит, шикарный слова. Причем поэтика Алексея Алексеевича очень глубокая ведь. Это не просто красивые слова, да, это вот всегда говорю, гений Александра Сергеевича Пушкина в том, что красота и образность его стихотворений, произведений буквально заставила перевернуть русскую интеллигенцию, которая в его время говорила на французском языке, полюбить вновь свой русский язык и повернуться к лицом со всей любовью к русскому языку. И Алексей Елисеевич тогда тоже сделал вот именно подобный. До него никто стихотворений не писал. Он первый, правда ведь, Проскоя Васильевна? Алексей Елисеевич? Нет, стихотворения-то, наверное, были но не в таком глубинном масштабе. Вот как произведение одного писателя. Одного писателя, да. В двух книгах. В 1924-1925 году впервые Якутия издала в двух книгах поэзию Кулаковского. И об этом в воспоминаниях много можем читать, как люди восхищались и удивлялись. И Людмила Рясовна вот составила второй том академического издания Кулаковского, куда вошли все варианты, списки известных произведений Кулаковского. И их тоже очень много. Много переписывали поэзии, произведения Кулаковского. И все это действительно говорит о большом интересе к творчеству Кулаковского. Можно, да? Да, еще буквально... Вот сейчас мы, к сожалению, такая интересная беседа прошла. Мы всех приглашаем завтра в 2 часа в исторический зал Национальной библиотеки на презентацию такой книги Алексей Елисеевич Кулаковский. Обязательно приходите. Начало в 2 часа. И там же тоже уже сразу можно и приобрести. Там мы расскажем, как это сделать. Да, сейчас будет просто презентация, мы расскажем, как электронно в том числе воспользоваться. Визуально она очень, мне кажется, прям зайдет, уже зашло в сердце. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. До свидания, до новых встреч.